По инициативе нашего президента Владимира Путина россияне в возрасте от 14 до 22 лет могут получить Пушкинскую карту для бесплатного, подчеркну 2 раза, бесплатного посещения учреждений культуры. На карте находится 3000 рублей, которые до конца вот этого года можно будет потратить на покупку билетов в театры, в музеи, в концертные залы. Подробнее об этом поговорим прямо сейчас. У нас в гостях первый заместитель министра культуры Республики Башкортостан Наталья Лапшина. Наталья Михайловна, доброе утро. Доброе утро. Слушайте, как круто. Вот инициатива буквально недавно возникла, да, а проект уже реализовывается. Вот по стремительности реализации это, конечно, ну, наверное, абсолютный рекорд, потому что вот только в июне эта инициатива была озвучена, и мы уже видим ее воплощение и уже полную реализацию. Ну и важно отметить, что Республика Башкортостан входит в топ-10, как вы уже отметили до эфира, в топ-10 по реализации проекта. Совершенно верно. У нас 350 тысяч молодых людей, которые находятся вот в этой возрастной категории, которые могут воспользоваться Пушкинской картой. И уже из этого количества 55, уже с небольшим, почти 56 тысяч молодых людей оформили Пушкинскую карту. Так вот, смотрите, они оформляют, им в школе говорят: так, ребята, сейчас заходим на госуслуги и все вместе оформляем. Они это делают добровольно, их заставляют, школа потом отчитывается, или все-таки это инициатива семейная? Как это происходит? Вы знаете, вот суть как раз, смысл этого проекта, как раз чтобы ребенок сделал выбор, молодой человек сделал выбор, сам принял решение, оформил эту карту и очень ответственно, очень, ну, по-своему делал выбор, куда ему пойти. Вот этот мониторинг, с одной стороны, да, куда пойдет молодой человек, каким образом вообще пойдет этот проект, насколько он интересен молодежи, в этом тоже большой смысл, чтобы понять, что сейчас происходит с молодежью и какой выбор она сделает. Кстати, поэтому вот такой обязаловки, ну, конечно, нет. Мы предлагаем детям использовать эту возможность. И, конечно же, например, у педагогов сейчас замечательная тоже возможность появилась, потому что есть опция купить коллективный билет, то есть сходить группой куда-то в театр или в концерт. И это, конечно же, мощное средство воспитания, то есть они могут пройти с педагогом, они могут собраться группой, человек может самостоятельно принять решение. То есть наша задача и суть проекта – это дать полную информацию молодым людям, пригласить их в большой мир культуры, подарить им такую возможность. Слушайте, классно. Я вспоминаю свои школьные годы, помню, мы покупали билеты, да, ежемесячно куда-то ввозили, мы покупали, родители нам давали деньги, а сейчас, собственно, покупать-то их не нужно, ты просто оформляешь карту. Вот я уже сказала, что заходишь на госуслуги. Да. Наталья Михайловна, да. Вот вы подробнее расскажете. Да, но вот еще важно, конечно, подчеркнуть, что именно для молодежи придуман такой проект, который полностью технологичен, современный, то есть не нужно там куда-то идти в очередь, достаточно мобильного приложения, госуслуги, зарегистрироваться на этом портале, получить учетную запись. Самостоятельно зарегистрироваться можно уже, да? Да, 14 лет получает паспорт ребенок и уже вполне может регистрироваться на госуслугах. И абсолютно спокойно, там все пошагово. Ну вот я, например, с дочерью наблюдала, как она это делает, все пошагово. Легко. То есть абсолютно легко можно получить Пушкинскую карту. У вас на счету, на мобильном счету, на виртуальном приложении эти деньги, эти средства, которые вы уже можете тратить. Затем следующий шаг – это вы выходите на афишу Пушкинской карты. Она также размещена на нескольких источниках. Это и в мобильном этом приложении, это и на сайтах Министерства культуры, Прокультура. Выходим в афишу, она геопривязана, то есть есть геолокация. Вы, конечно же, попадаете сначала в свой регион, и вот здесь уже выбираете. Но, конечно, вы можете посетить любое абсолютно учреждение культуры, не только в нашем регионе, не только в своем городе. Ну, если вы, например, окажетесь в Москве с родителями или с группой, можете сходить в Большой театр. Третьяковская галерея. Или Третьяковская галерея. Вау, Пушкинский музей. Пожалуйста. Вот то есть классно. абсолютно по всей стране она действует. И тысячи учреждений культуры уже стали участниками программы. В нашей республике это 21 государственное учреждение. Но это на сегодняшний день. На сегодняшний день, я подчеркиваю,
потому что процесс, конечно же, продолжается. И вот этот первый этап, когда с июля месяца учреждениями была проведена наша большая работа, потому что это ведь и вызов нашим учреждениям культуры, не столько репертуарно мы во многом готовы к этому, да, но технологически, потому что нужно было произвести очень много технологических маневров, чтобы учреждение могло продавать онлайн-билеты, чтобы появился белый терминал именно для считывания пушкинских карт, чтобы оформиться на сайт Прокультура и чтобы все события, мероприятия попадали в эту афишу. То есть очень много этапов мы прошли. И вот теперь в нашей афише республиканской более 300 мероприятий, событий можно выбрать. Они постоянно пополняются, то есть прошло событие, оно уходит с афиши, приходит следующее. Ну и второй этап, это с 1 октября мы начинаем активно подключать муниципальные учреждения культуры, чтобы это было максимально доступно, но в каждом уголке нашей республики. То есть на данный момент 21 учреждение культуры, они все находятся в Уфе? Не все. Это город Стерлитамак, это Нефтекамск, то есть это наши филармонии, которые в крупнейших городах республики находятся. И сейчас уже активно подключается Уфа. И я надеюсь, с 1 октября у нас муниципалитеты тоже начнут большую работу по вхождению вот в программу «Пушкинская карта». Слушайте, а карт этих неограниченное количество? Всем хватит? Конечно, да, Слава хватит Богу. всем. Но Да, было бы только желание. я уверена, что желание точно есть. Слушайте, ну невозможно не воспользоваться этой классной идеей на карте до конца этого года. Я напомню, 3000 рублей, а уже со следующего года 5000 рублей. И это, ну, со всех сторон это прекрасно, потому что, конечно, возможностей станет больше. Единственное, вот я читала, да, многие средства массовой информации сейчас публикуют статьи о том, что мошенники активизировались на различных ресурсах типа Авито, в общем, на маркетплейсах продают эти пушкинские карты. Это все не работает, не покупайте. Да, к сожалению, это обратная сторона любой технологии. Конечно же, мошеннические схемы, они начали действовать. Да, поступают такие сигналы, мы в СМИ это читаем и призываем к тому, чтобы молодые люди, конечно, этому не поддавались. Не покупали карты, просто потому что, когда вы регистрируетесь сами на госуслугах, вы это делаете индивидуально, вносите свои данные, соответственно, пушкинская карта, она... Индивидуально, абсолютно да. верно, да, потому что вы вносите свои данные, и она привязана только к вам. Итак, ну, просто вот помечтаю, если бы мне было от 14 до 22 лет, куда бы я могла, я бы захотела в первую очередь пойти в театр оперы и балета, наверное. Прекрасно. Он в списке тех конечно, учреждений? Конечно. Вау! Значит, Да, и театр оперы... афиша абсолютно, такая абсолютно насыщенная, и сентябрь, и октябрь, причем все события вносятся, и гастроли, которые проходят в наших театрах, то есть все, что происходит, вы можете туда абсолютно попасть и посетить. Ой, я бы еще в Башдрамтеатр на Зулейху бы сходила разочек, а потом в молодежный театр. В общем, я себе план составила, тот план, который я бы реализовала, но не имею этой возможности, а у вас эта возможность, друзья, есть. Если нас смотрят родители детей в возрасте от 14 до 22 лет, подскажите им, сделайте это вместе, и пусть ваши дети наполняются, развиваются. Приобщаются к культурным ценностям нашей страны и республики. Да, супер, спасибо вам Спасибо. огромное. Первый заместитель министра культуры Республики Башкортостан Наталья Лапшина была сегодня вместе с нами. Наталья Михайловна, вам хорошего дня и Спасибо вам всем будем тоже. в топе всегда. Да. Республика Башкортостан. Алга. Просто моя любимая фраза. Друзья, понедельник классный день. Мы вам обещаем. Дальше больше. Просто будьте с нами.